Всем привет! Привет. Я Черных Лиза. Беляев Александр. Никитина Анна, мне 18 лет. Я родился в тот год, когда Путин стал президентом. Я живу в селе Уйском. И я впервые пойду на выборы. Буду бойкотировать эти выборы. Вся моя жизнь прошла под его управлением. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Я как гражданин своей страны хочу сам решать, за кого мне голосовать и как мне жить. Что ты увидел-то? Как гражданин. Тебе 18 лет, что ты увидел-то? Мне 18 лет, и я как гражданин... Ты в армии служил? Нет. Только служу в армии, я могу самостоятельно принимать решения. Вы, ребята, вы ни хера ничего не знаете. Что вы еще можете сделать? Только у вас понятие у вас одно. Взять и засрать Россию. Все, спасибо большое, до свидания. Институт заканчиваешь? Заканчиваю. Вот и все. Вот и кто тебе? Навальный твой, говно твое. Такое бывает очень часто, особенно на Кубах. И вот буквально выйдя из штаба, можно увидеть людей, которые мимо проходят и могут сказать нелестное слово как о нас, так и, собственно, о российских флагах, которые висят там возле нашего штаба, якобы там должен быть немного другая символика. Сам со мной едешь, да? Что еще раз? Сам едешь? Да. Ну, сегодня у нас были одиночные пикеты от, соответственно, организации, которую я основал, Великая Церковь Обожествления Информации. Изначально мы хотели зарегистрировать, в общем-то, общественное движение. Но так как власть со своей стороны сделала все для того, чтобы ужесточить процедуру регистрации, мы приняли решение пойти дальше и зарегистрировать нечто большее, собственно, религиозное объединение, так как закон нам это делать позволяет, и это сделать гораздо проще, чем зарегистрировать молодежное объединение. Любой бери. Она уже взяла. Все? Мое. Я рисовала. Они хотят построить в сквере, который изначально со времен Советского Союза предназначался для отдыха студентов. Там они хотят построить часовню. Теперь уже, я так понимаю, даже не часовня, а храм. Мы с движением «Весна» хотели провести референдум, подали соответствующие документы, но нам отказали в проведении, собственно, этого мероприятия. Нам остается только проведение каких-то акций и показывать свое собственное мнение, свою позицию, доказывать ее какими-то подобными способами. ВШники, они уже наверняка прознали про то, что мы волонтеры, и возможно... Да мы их в лицо все равно знаем все. Я думаю, что невозможно за нами проследуют. Я боюсь, но я не сломлен. Я хочу продолжать свою деятельность, потому что я понимаю, что если не будет таких людей, как я и как мои друзья-волонтеры, тогда, соответственно, наша страна просто пропадет. Тогда никто не будет высказывать свое мнение, выходить на митинги. Я считаю, что эта деятельность, она полезна. И если никто ей не будет заниматься, то будут огромные проблемы. По Конституции Российской Федерации наша страна является светской. Свобода вероисповедания является основополагающим аспектом нашего права. Соблюдайте Конституцию. Собственно, информация – это то, что присутствует в нашей жизни, в общем-то, постоянно, ежеминутно, ежесекунда. В общем-то, в информацию так или иначе верят все. Ну, это здравый смысл.
Мы, соответственно, воспользовались этим, потому что это очень хороший предлог для регистрации подобной вещи. Мы хотим объединить под собой всех людей, которые противостоят против пропаганды и, соответственно, цензуры в средствах массовой информации, в особенности в государственных средствах массовой информации. И, соответственно, основали подобное движение для того, чтобы каким-то образом, собственно, говорить о тех вещах, о которых не говорят, соответственно, про путинских СМИ. Я призываю людей бойкотировать эти выборы, принимать участие в забастовке избирателей. Я самолично буду наблюдателем в одном из поселков. Вот буквально сегодня получил направление. И буду делать все со своей стороны, чтобы помешать сфальсифицировать эти выборы. Смелые мечты всегда работают на большую цель и навыков жизни в цифровую эпоху. Обязательно будем поддерживать талантливых, нацеленных на постоянный профессиональный рост учителей. А Владимир Владимирович, потому что он президент нашей страны, ну, как бы он очень много сделал для нашей страны, не только для нашего народа, но и для других стран, ну, потому что предотвратил войны некоторые, вернул Крым, и вообще и то, что он начал, ну вот выборы будут в этом году, что я считаю, что он должен закончить все начатое, потому что другие какие-либо претенденты, они, ну, не будут как бы этого делать, продолжать это дело. Вы помните момент, когда вы такой любовью к нему прониклись? Ну вот, я говорю, что, наверное, я в колледже, ну, больше уже, когда мы начали изучать историю, вот, и как бы для меня ранее я этим не интересовалась вообще никак. А вот именно в колледже я полюбила историю, и нам, ну, нам рассказывали, как бы, ну, понятно, что про более раннее время, но и про нынешнее, ну, и как-то вот зародилась эта любовь, само собой получилось. Больше как-то защитник, скорее, это, наверное, больше так подходящий, потому что он и как бы и народу, и в принципе, потому что у него жизнь тоже была, ну, непростая, и он, ну, как и жил тоже небогато, поэтому я считаю, что он сам, ну, близок к народу. А за кого ты голосовать будешь? За Путина. Ну, я хотела, если честно, я хотела пойти в футболке, и маникюр хотела сделать специально. Какой? Ну, с флагами, с Путиным, ну, наклейки с Владимиром Владимировичем. Я думаю... Прям лицо его? Да. Я делала такое уже. У меня мама занимается швейным делом, вот. Ну, и она как бы как ИП, ну, платья, там, юбки, блузки, туники производит, вот. И как бы я помогаю, замуж собираюсь, дети, естественно. А в плане работы пока буду с мамой, насколько это возможно, до максимума. Может быть, потом продолжать, ну, там, это еще непонятно. Все, готово. То есть у нас приходят люди, у которых друзья живут во Франции, в Германии, в общем, там вот в этих, за рубежом в Европе. Они говорят, там просто, говорит, фанаты Путина, напечатайте нам Путина. Мы его как только не печатали, там и в очках вот его такая фотография есть очень популярная, и такого, и сякого, и всякого. Он какой-то грустный, мне кажется. Ой, он там тоже не веселый. Качество вообще классное, мне понравилось, то что ярко очень. Дорисован только лик. Классно. Я прихожу на работу, ухожу домой спать, работа, спать, работа, спать, и периодически встречаюсь с девушкой. Я так, не знаю, рандомно, совершенно рандомно я просыпаюсь, и какая мысль первая в голову придет, потому что я просыпаюсь и просто не знаю, как этот день уже пройдет. Вообще, останусь ли я жив в конце дня, и все. Что, у тебя есть что
Ты же говорил, что ты еще хочешь. Не, я не набил. Я отказался. У меня машинка дома лежит. Меня зовут Степа. Мне 18 лет, и я работаю аниматором-фотографом в Стартреке. Приходите к нам, мы устраиваем отличные праздники. Отец машинист, все-таки в итоге всю жизнь проработал на машинах. Сейчас на заводе поезд гоняет туда-сюда, переставляет вагоны. Мама, честно, не знаю, кем работает. Бывают спокойные, воспитанные дети, а бывают... Ты в возрасте какой был? Я кидался грязью в других. У нас не было таких стартреков, и мы просто на улице камнями друг друга кидали. Ну, сначала я в Ревде поступил на автомеханика, я прям поступил туда. Но потом, прикол ради, пошел сюда, попробовал на дизайнера, потому что я с класса 7 мечтал на дизайнера поступить и начал учиться. Все, учился, и параллельно учебе забивался, менял свою внешность, и это всех бесило. И в итоге они не вытерпели, и я не вытерпел этого давления сверху, того, что это неправильно, некрасиво и некультурно. И ушел. Последней каплей, наверное, было, когда я сделал татуировку на лице, и они такие посмотрели на меня и говорят: закрывай, закрывай. Я все время не хотел закрывать, потому что эта татуировка, я ее набил, чтобы люди видели. Зачем я ее должен закрывать? Я считаю, что это неправильно, потому что дизайнеры, реклама и архитектура – это какие-то творческие профессии, и люди, в принципе, художники, выражают себя как хотят. И им это очень не нравится, когда им диктуют насчет внешнего вида, что им носить и как носить. Как ты думаешь, вот эту систему, ее возможно изменить, если мы изменим, допустим, власть в нашем обществе? Не думаю, нет. Кому принадлежит власть в России? Людям, у которых есть много денег. Честно, не знаю, кому. Мне имена не сообщали, к сожалению. Я бы с ними подружился. Все всегда воруют. Даже я ворую. Ты-то что воруешь? Я не одеваюсь бесплатно. Ой, я не одеваюсь за деньги. Вся одежда, которая на мне, либо взята у людей, я подхожу к человеку, такой говорю: классная кофта, эту кофту я отжал. Ну, не отжал, не в смысле на улице отжал, а у знакомого взял. Познакомился с чуваком, и он мне подарил кофту. Ну, либо я захожу в магазин и беру просто так, сам по себе. Сейчас живу у бабушки на квартире с братом двоюродным. Ну, а так я хочу снимать квартиру. Ты можешь себе это позволить? Пока что нет. Ну, сколько ты Ну, сейчас в среднем, 1015, может быть, выходит. Что бы тебе хотелось поменять в нашей стране? Отношение к людям, которые не могут себя обеспечивать. Я сейчас не про себя таких, как я, а про инвалидов, детей и пенсионеров. В стране мне не нравится то, что создают видимость того, что они с чем-то борются, что-то делают. Но на самом деле так ничего и нет. Допустим, они борются с наркотиками, с чем-то еще, но на самом деле нет, им пофиг. Все замешано всегда на деньгах. Надо думать. Логика. Смотреть все ходы, которые могут быть совершены. От моего голоса и от голоса других людей, в принципе, скорее всего, ничего не изменится. Выборы, по мне, так нужны только для количества людей, чтобы показать: да, люди к нам ходят, и что это все честно. Типа, не знаю, единственная мечта и цель – это остаться со своей девушкой на еще более долгий срок и стать более профессиональным фотографом и, возможно, этим как-то зарабатывать. Все. Соответственно, S критическая. Это будет M, S спусковое. Я живу в таком районе, что он постоянно агрессирует. И до того года мы конфликтовали с вагонкой. То есть у нас каждое лето, каждый день на пруду, если мы встречали вагонских, у нас начинался замес. И все, кто там был, все участвовали в этой драке.
Я учусь в НТТ МПС, Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса, на специальность электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Я выбрал эту специальность так, как она востребована. То есть сейчас у нас век технологий, везде есть электричество. Без работы я точно не останусь. И на заводе как бы это презентабельно. Там до сих пор есть электродвигатели и остальное, что связано с электричеством. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Ему обрадовались все, с исключением. Не знаю, почему так. Как бы каждый день по телевизору. Вживую он выглядит чуть старее. Огорчились то, что нельзя было с ним сфоткаться. Вот так вот. Его фоткали, конечно, кто как мог. Кто пока он шел, кто снимал на видео, хотя там было запрещено. Но я так думаю, всем было пофиг. И поэтому они фоткались как могли, кто как успел. Участок между точками 2, 3, 4, рабочий участок. Не хотелось бы ничего менять. Мне нравится стабильность. Вот такая у меня позиция. Ты можешь считать себя патриотом своей страны? Да. За что ты гордишься Россией? За президента. За внешнюю политику страны. За вооружение. И за армию. Правда, сейчас армия не армия. Как было в СССР. Если бы у нас была плохая внешняя политика, у нас бы уже давно была Третья мировая война. А когда ты понял, что Владимир Путин для России это единственный правильный вариант президента? Он единственный, кто может поддерживать страны в едином балансе. То есть нашу страну... С телевизора, на уроках, на школьных вам рассказывали? У тебя же каким-то образом сложилось? Скорее всего, по новостям. Но новостям я не очень верю. Всем. И я собирал информацию сам иногда. В интернете или еще где-нибудь. Вот в это время я понял. Сходить в армию. Пока это моя единственная мечта, которую я хочу выполнить. Войска, которые меня привлекают, это, конечно же, спецназ армейский. Меня записывали под ВДВ, знакомые папины. Да и папа не раз говорил, что я пойду в ВДВ. Я их обламывал и говорю, нет, я пойду в спецназ. Ты поедешь в Сирию? Да. За что? Во имя чего? Во-первых, за своих родных. Так как никто сейчас не может подтвердить то, что любой город будет в безопасности. Буду воевать за своих родных. Во вторую очередь за страну. Приглашаю от всего сердца. Потанцуем, повеселимся, а? Заречные 2. Калитка со скрипом, злых собак нет. Три раза в неделю я здесь и бываю. Вторник, среда, четверг. С 5 до 8. То есть обычно после тренировок иду сюда, то есть. Я работаю в магазине, потом занимаюсь лыжами, то есть тренируюсь, откатываю и иду сюда. Вообще музыку люблю слушать, я не знаю, рисовать, еще что-нибудь делать. День выборов я буду наблюдателем. Я вообще раньше волонтерством занималась, и меня попросили такие, ты же у нас активная, ты же в этом всем шаришь, давай
Я такая, окей, давайте. Хоть даже с работы отпрошусь там. А ты веришь в честность выборов? Нет. Мне кажется, за нас уже все давно решили. А ты сама будешь голосовать? Думаю, что да. За нашего Путина, наверное. Как-то уже привыкли к Путину. А других я не рассматриваю кандидатур. Я встаю рано, ну как рано, пораньше, чем мои соседки, моя сестренка. Собираюсь, одеваюсь, иду на работу в 8:30, то есть я выхожу, в 9 я уже на работе. Потом до 2 я работаю, иду на тренировку. То есть я захожу домой, беру вещи, иду на тренировку. После тренировки я захожу, беру вещи снова, иду сюда в тир. Здесь я до 8:30 вечера, а потом иду домой. Честно сказать, устаю, но мне это нравится. Я просто прихожу и уже без сил покушаю, такая, все, ребята, я спать, всем пока. Так ручкой машу, и все, меня нету. А следующий день новые силы, и у меня новые идеи, новые возможности, и все, я заново. У меня сестренка живет со мной и соседка. Ну, мы снимаем половину дома на земле. И вот. Мне нравится здесь все свое, родные, близко. Как бы все здесь у меня родное. Как бы не хочу, пока что нет желания. У меня нет такой возможности, чтобы уехать в город. Ну, мне нравится здесь вообще, по сути. Да вот думаю, ведь если я сейчас у вас возьму этот холодильник, доставка будет? Конечно, а куда хотите доставку? Да вот рядышком. Так, а кто это возит? Возит Володя Бойко. Нет, это... На грузовая 3, машина 4, будет. 4, у нас 3. Ну, этот вот хороший такой вот. Здесь удобные такие ящики выдвижные. Да, у нас такая же. Ой, не знаю, что делать. Может, меня сломает. Мои родители простые. Мама не работает, папа работает у простого фермера. Там, у них тоже как бы зарплата копеечная, и я им помогаю. Так как я работаю на 2 работах, у меня зарплата достаточно такая, чтобы обеспечить себя и своих близких, родных. Сколько ты получаешь? 15 000. Ну, это нормально как бы. А у родителей какая зарплата? Ну, у папы по 8 выходит, по 5. Ну, всегда разное. То есть это тоже зависит от сезона. Вот они мои. В планах есть такое. Хочу на педагогический поступать. Уже идти тренером. Заменить своего тренера, просто такая мечта есть. Он у меня просто старенький, и хочется его как-то поддержать в этом. Ты счастлива в той жизни, в которой ты сейчас живешь? Да, мне нравится. Такое ощущение, что я когда-то ее придумала, и она вот сейчас происходит именно такая. И все.